Доброе утро! В эфире выпуск новостей. В студии работает Бигаиль Бигалеева. Предприниматели Кыргызстана, занимающиеся экспортом сельхозпродукции, обязаны соблюдать международные требования и не вывозить грузы сверх нормы. Иначе при проверке они могут столкнуться с проблемами. Сколько стоит фитосанитарный сертификат и что последует за нарушением правил провоза груза, расскажет Усен Кольбаев. Прежде чем вывести сельскохозяйственную продукцию за пределы Кыргызстана, предприниматели должны в Чуй-Бишкекском управлении департамента карантина растений приобрести фитосанитарный сертификат. Должна была отправить посылку в Корею для корня солодки. Пришла в этот департамент, чтобы получить фитосанитарный сертификат для корня солодки. Специалисты после тщательного анализа в течение 2-3 часов выписывают сертификат. На лабораторные проверки продукции уходит примерно полдня, хотя процесс может затянуться и на 3 дня. Хозяин груза в первую очередь обращается к нам. Мы выезжаем или они сами привозят груз. Берем на проверку образцы капусты, лука или другой продукции и оформляем заявку. После результатов анализа выдаем сертификат. Между тем, экспортеры не должны вывозить сельскохозяйственную продукцию больше положенного объема, иначе они понесут непредвиденные расходы. Если вывозят 20 тонн яблок и среди них выявляют 10 мешков сухофруктов или картошки, то сертификат на весь груз считают недействительным, так как каждый килограмм вывозимого груза должны указываться в документе, иначе весь груз вернут обратно в Кыргызстан. Информация для экспортеров: фитосанитарный сертификат на груз, не превышающий 2 тонн, стоит 200 сомов, а в случае превышения этой нормы нужно оплатить 492 сома. Кроме того, по международным стандартам, все перевозимые грузы за пределы республики не должны превышать 22 тонн. Усен Кульбаев, Руслан Сабатаров, Алато, 24. В Кыргызстане 87% детей охвачены предшкольной подготовкой, а это свыше 107 тысяч ребят. За последние 5 лет этот показатель вырос на 31%. К школе детей готовят по 480-часовой программе. Цель – дать детям равный уровень образования. Насколько это эффективно, узнавала Дамира Базарбаева. В этом классе около 20 деток от 5,5 до 7 лет. Концентрация внимания в таком возрасте еще слишком низкая. Ребята отвлекаются на любую мелочь. Ребята, перед вами картинки. Вы их должны разложить перед собой вот так, Ира. Чтобы уроки носили более-менее академический характер, педагог придумывает все, что угодно. Интерактивные игры, песни, стихи. Только так удается удержать интерес маленьких учеников. Доброжелательная атмосфера позволяет им усваивать предмет без стресса. Это слива. Это ананас. За парты в 1 классе уже в новом учебном году эти дети сядут с определенным багажом знаний, а значит, не будут отставать от сверстников, которые посещали детские сады. Задача учителя в этот период – развить у них внимание, память, мышление, воображение и коммуникационные навыки. Они изучают математику, у них есть чтение, да, и они читают сказки, то есть развитие речи, у них есть ознакомление с окружающим миром, у них есть физкультурные минутки и музыкальные минутки. Программа эта совершенно бесплатная. Занятия проводятся ежедневно по 3 часа. Всего им предстоит пройти 480-часовую программу. Используют индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Мы пришли сюда, вообще вот ноль полный был, я скажу так, потому что мы в садик не ходили. Мы спортом занимаемся. А сюда пришли, вот за месяц буквально Алла Максатовна нам уже поставила руку. Мы спокойно и рисуем, очень красиво сейчас ребята рисуют, пишем. Нулевой класс в стране стал устойчивым термином. Он есть во всех средних учебных заведениях. С каждым годом охват предшкольной подготовкой увеличивается. Сейчас он составляет 87%, а это свыше 107 тысяч ребятишек. За последние 5 лет этот показатель вырос на 31%. В Кыргызстане сейчас, по последним данным, более 2200 школ. Это включая и частные школы. Но в регионах в основном
везде, в каждой школе есть вот именно классы предшкольной подготовки. А в Бишкеке в силу ряда причин, так как не хватает там классных кабинетов, возможности нет. Но в Бишкеке в основном они готовят в детских садах. Есть возможность в частный сектор ходить в Бишкеке. Ну, возможности больше, чем в регионах. Увеличилась также и численность учащихся в школах за последние 5 лет на 20%. Это связано с ростом рождаемости в большинстве регионов страны. Дамира Базарбаева, Чингис Джумагулов, Алато, 24. В Национальной академии наук прошла республиканская научно-техническая олимпиада среди школьников. В ней приняли участие 20 команд со всех областей Кыргызстана. Школьники представили свои проекты на тему управления движением транспортного средства по сложной местности. На протяжении 10 лет Министерство образования совместно с Республиканской детской и инженерно-технической академией проводит неделю науки, техники и производства школьников. Основной целью мероприятия является пропаганда естественно-математических дисциплин и профессий технической направленности. И пока на этом все. Мы следим за развитием событий в стране и мире. Оставайтесь на нашем телеканале.